Башкортостана 5-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом объявили на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Что это означает и что говорят о деловом климате бизнесмены Башкортостана, поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Флюра Садулин, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Флюр Минзакитович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть в нашей студии. Итак, следили ли вы за ПМФ? Как вы оцениваете 5-е место по инвестиционному климату и какие отклики по этому поводу вы слышите? Конечно, следил даже в онлайн-режиме с замиранием и волнением, скажу честно. Какие отклики? Отклики разные. Есть люди, кто и критикует наше место, как будто необоснованные и прочее. Есть люди, которые искренне радуются за это место. Есть люди, которые к этому индифферентно относятся. А есть люди, которые говорят, ну вот у вас там место, а на самом деле на меня оно никак не влияет. Поэтому каждый, как говорится, судит с своей точки зрения. Мы знаем, что в прошлом году было 9-е место у Башкортостана, в этом году уже 5-е. Если расшифровать, вот вверх 4 позиции, что это означает? Вверх 4 позиции, это, наверное, как если альпинист забирается на Эльбрус, это последние метры, самые тяжелые. Вроде бы короткое расстояние, но самые тяжелые. Почему самые тяжелые? Когда ты занимаешь какое-то место, ты занимаешь, в принципе, чье-то бывшее место, а вот этот бывший товарищ, он же наверняка может быть и лучше вас, нас, поэтому нужно доказать, что ты лучше его, оставить всех позади, занять первое место, как в Олимпиаде, например. То же самое, трудно занять первое место, а еще труднее потом его поддерживать и доказывать, что ты правомерно занял это первое место. Флюр Минзакитович, мы знаем, что опыт создания бизнес-шерифов в муниципалитетах – это заместители глав администрации, которые непосредственно общаются с предпринимателями, плюс пакеты поддержки экономики, в том числе предпринимателей на порядка 50 миллиардов рублей, если не ошибаюсь, да, вот этот опыт заинтересовал федеральный уровень, и он может быть расширен. Вы следили тоже, в том числе в пандемийный год, мы с вами говорили о том, что ожидалось падение на 30% субъектов малого и среднего предпринимательства, но произошло, к удивлению, порядка на 3,5%. Еще раз давайте проговорим. Вот по итогам прошлого года, как вы оцениваете те события и как реагировали вот власти республики на них? По итогам прошлого года оценивать события, наверное, трудно, потому что мы еще последствия этих событий будем воспринимать еще определенный период. И этот год, и следующий год, я так думаю. По поводу сокращения предпринимателей на 30%, я думаю, тут надо посмотреть как. Либо мы по статистике подходим, по реестру на 3,5 количество зарегистрировавших сократилось, либо те ребята, кто приостановил свою деятельность, перестал работать, но не ликвидировался как ИП, ООО. Тут такая математика очень сложная. Навскидку, реально, это личное мое мнение, в прошлом году 30% просто приостановили, свернули на временно какую-то свою деятельность. К счастью, они сейчас ее возобновили. Мы видим такой послепандемийный рост. Это вообще круто. По поводу наших инициатив, они уже давно известны на федеральном уровне. Мои региональные уполномоченные, по-моему, уже 10 регионов пытаются у себя реализовать вот этот подход с бизнес-шерифами. Не всем название нравится, но всем нравится суть и содержание этой работы. Это вообще, конечно, круто, то, что они вот с нас берут пример. По поводу в целом нашего рейтинга, вот есть дискуссии, да, кто-то там против и так далее. Я хотел бы сказать, что не надо узко подходить к названию. Это не рейтинг инвест денег, которые поступили в регион наш. И там у нас рост идет на 3-4%. Но это в целом рейтинг, национальный рейтинг инвестиционного климата. И вот этот рейтинг, вот вы знаете, как в школе ввели ЕГЭ, да, тоже к нему плохо относятся. Я отношусь очень позитивно, вот ЕГЭ. Вы получаете баллы, 3 экзамена сдали, по каждому баллу можете 100 получить, правильно? Получили 300 баллов, поступили в любой вуз лучший. Тут то же самое, рейтинг, он бальная система. Есть 4 направления, и по ним условно вы можете 100 баллов заработать. Регуляторная среда, институты для бизнеса, поддержка предпринимательства, инфраструктура для бизнеса. И по каждому куча там параметров. Например, по регуляторной среде, это какие у нас есть законы юридические поддержки предпринимателей. Например, поддержка малого предпринимательства, как работает там Госсовет по предпринимательству, доступность кредитов, по инфраструктуре наличие и количество технопарков, промпарков. Вот эти все параметры, они подсчитываются, вплоть до того, что, например, по регуляторной среде
как быстро вы ООО зарегистрируете, как быстро получите решение на строительство, как быстро получите подключение к электроэнергии, сколько у нас дорог и как могут предприниматели воспользоваться ими. Представляете, там порядка около, наверное, 200-300 параметров, по которым республику оценивали. Это ЕГЭ для республики получается. И какая польза от этого рейтинга? Я, конечно, понимаю, что для предпринимателя, 5-е место, там, денег мне это не принесло, хорошо. А польза для республики такая, что люди, очень крупный бизнес, средний бизнес, он видит наше место в рейтинге, и у него внимание к республике дополнительно возникает. Значит, если там 5-е место, значит, действительно что-то получили, значит, там к бизнесу нормально относятся. Надо позвонить, надо приехать, надо посмотреть сайт. Вот, если я из Англии, там, на английском языке, классно, из Китая, на китайском, у нас это все есть. Рейтинг для этого, для того, чтобы мы могли выделяться на фоне других, чтобы мы могли легче заводить инвесторов, и он подтверждает, что мы не просто так их туда зовем, и что мы выделяемся, что у нас реально все это подтверждено. Другое дело, что нам нужно будет его подтвердить на будущий год. А на будущий год он будет оцениваться вот по этому году. Этот рейтинг это за 2020 год. А вот каждый день нашей работы нам не надо, довольствоваться каким-то успехом вчерашним. Да? Вот сегодняшний день работы, он нам генерирует следующее место в будущем году за 2021 год. Потом другие инвесторы будут оценивать. И, кстати говоря, в подтверждение ваших слов, инвестиции – это всегда рабочие места, во-первых. А во-вторых, первый вице-премьер и министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов на оперативном совещании в правительстве, он отчитывался по итогам ПМФ, как состоялась поездка, да, и сказал, что транснациональные компании уже заинтересовались, а это уже о многом говорит. Флюр Закитович, деловой климат Башкортостана сегодня. Что он из себя представляет? Какие изменения вы видите за последний год, да? И что нам нужно еще менять, вот на ваш взгляд? Деловой климат, вот для меня, он, наверное, по влиянию на предпринимателей можно разделить на несколько параметров. Деловой климат для крупного бизнеса, деловой климат для среднего бизнеса и для малого предпринимательства. Вот с крупным бизнесом у нас все отлично. Естественно, крупный бизнес – это потенциальный инвестор, который может создать кучу рабочих мест. Обычно это серьезный человек, связи на федеральном уровне. Он позвонит, его примут, поговорят. И КПД, действие нашего чиновника, оно ясно и понятно. Если я разговариваю с инвестором, я потратил 2 часа с ним бесед, повозил по республике, а в итоге выхлоп, он завод построил, и там 1000 человек работает, правильно? А взять пример, например, малого предпринимателя. Если я министр и разговариваю 2 часа с предпринимателем, который хочет построить торговый киоск на каком-то рынке, извините меня, это нецелесообразно. Поэтому, конечно, деловой климат у нас, если оценивать его с точки зрения для крупного бизнеса и для среднего бизнеса, все нормально. Особых вопросов, претензий у меня как уполномоченного нет. Но у меня куча претензий и вопросов по поводу малого бизнеса. И я понимаю причины эти. Вот причины эти вот те же самые, что все-таки малый бизнес, представителей очень много, у каждого небольшие проекты, и государству трудно каждому помочь, отрегулировать. Там еще есть плюс конкурентная среда, мы не можем одному помочь, а другому тем самым создать препоны, правильно? Вот здесь, конечно, нам еще много нужно работать по малому бизнесу, чтобы для них был создан такой климат, что им не надо лишний раз обращаться к государству, не надо обращаться к уполномоченному за защитой, а чтобы все было нормально, так и так все работало. Вот здесь нужно работать побольше. Хорошо. Что вы видите по обращениям предпринимателей? Какие темы волнуют больше всего? По обращениям у нас за прошлый год увеличились количество обращений в 2 раза. Во время пандемии в эти 2 месяца, по-моему, порядка около 2500 обращений было. Выступает президент, начинаются звонки, выступает глава республики, начинаются звонки сразу же. Ночь, вечер, это разницы не было для предпринимателей. Половина из них была такая психоконсультативная помощь. Там, вот что мне делать, я теряю, там, помогите. Мы тоже отвечали, разговаривали. Но если говорить о содержании, то, конечно, больше всего вопросов связаны с земельно-имущественными отношениями, правоохранительная деятельность. И там, знаете, где вот государство одной рукой помогает предпринимателям, создает какие-то льготные условия, и когда доходит на места до предпринимателей, и вот какой-нибудь там средний чиновник пытается что-то перевинтить, понимаете, я дам вот это все льготное, дам тому, дам этому, я его лучше знаю, и вот там бывают вопросы. Одним словом,
везде, где в нашей жизни возникает возможность получить что-нибудь на халяву, льготно, дополнительно, лучше, чем у всех, либо эта сторона, которая хочет получить, начинает предпринимать какие-то действия, да, коррупциогенную деятельность развивает там, либо тот, кто дает, начинает думать, а может быть я дам вот тому, где-то там, лучше знаю, там, родственник. Вот с этим, конечно, вопросы возникают. Но здесь у нас есть уполномоченные прав предпринимателей, есть надзорные органы, прокуратура, постоянно возбуждаются административные дела, наказания, вплоть до уголовных дел. До конца года по взаимодействию с органами государственной власти вы можете также выступать с инициативами. Что планируете сделать? Я планирую делать, значит, производить инициативы, прежде всего законодательные инициативы, потому что законодательная инициатива – это такая деятельность, которая для всех предпринимателей, изменяет условия в лучшую сторону. Во-первых, у меня есть вопросы по, если говорить про малое предпринимательство, это по деятельности НТО, нестационарные торговые объекты. У нас нет единого закона, кто во что горазд. В одном городе на 7 лет дают по схеме НТО, в другом городе на год. В одном муниципалитете есть преимущественное право, в другом нет его. В одном на 49 лет, в одном на 1 год. Ну что такое? Мы живем в едином экономическом пространстве, нужно одинаковые условия создавать для предпринимателей. Вот сегодня только на прием приходили, жаловались ребята как раз по размещению мороженого в местах, где много людей у нас прибывает. Словат Юлаев памятник, парк Якутова, парк Победы. Как бы будем разбираться с этими вопросами. Ну и плюс предпринимателей больше всего волнует вопросы, мы проводили соцопрос, это, конечно, нагрузка налоговая. Мы принципиально будем выступать за снижение там, где можно, налоговой нагрузки. Я понимаю, коронавирус, бюджет у нас пострадал, но нужно смотреть вот там, где какая-то отрасль, какие-то люди могут принести дополнительные доходы, может быть, чуть-чуть налоги убавить в них, чтобы они больше могли зарабатывать, в итоге всем будет хорошо. Взвешенная политика будет, наверное, производиться в этой области. Но это в том числе повлияет и на деловой климат. Конечно, и, возможно, да. на улучшение позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата для республики в следующем году. Конечно. Спасибо большое, Флюрмин Закитович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюра Садулин. И мы говорили о том, что на Петербургском международном экономическом форуме Башкортостан занял 5-е место в национальном рейтинге «Вес климата». И что это означает? Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.